9 декабря 2019 года во Франции, в Париже, прошла встреча 4 глав государств: Украины, Германии, Франции и Российской Федерации, где на пресс-конференции журналисты задали вопрос по поводу убийства, подлого, вероломного убийства гражданина Грузии, защитника Чеченской Республики Ичкерия и Грузии Зелимхана Хангашвили, который получил политическое убежище и на законных основаниях находился на территории Германии. После того, как Меркель ответила на этот вопрос, Путин решил также вставить свое слово. Вот давайте послушаем, что он сказал. Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Здесь я хотел бы отметить всю фашистскую сущность Владимира Путина и российской политики, которая ведется не только внутри России, но и во всем мире. Здесь он подчеркивает, что этот человек, Зелимхан Хангашвили, не является грузином по национальности, а является чеченцем. То есть он дает понять, что этот человек имеет меньше прав для того, чтобы жить, чем другие, другие национальности. Далее, вот можно послушать, что говорит еще. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там... Да, он не знает, что с ним произошло. Правда, задержанный киллер является штатным сотрудником либо вымпел ФСБ, либо ГРУ. И есть все доказательства, уже есть все доказательства, что этот человек послан государством Российской Федерации для убийства вот этого человека. Зелимхан Хангашвили, как мы знаем, был убит 23 августа, через 2 дня после того, как Ангела Меркель отказала вернуть Владимира Путина, то есть Россию, в G7, как акт устрашения. Ранее Владимиром Путиным проводились такие же акции для подавления воли, для запугивания Ангелы Меркель, в том числе приводя на совещание собаку, свою собаку. Всем известно, что Ангела Меркель побаивается собак. На этой встрече, где вот этот преступник называет Зелимхана Хангашвили, защитника своей родины, бандитом, кровавым преступником, сидит Владимир Зеленский, президент Украины. Как мы знаем, уже 6-й год идет война в Украине, развязанная Владимиром Путиным, где погибло более 13 тысяч граждан Украины и аннексированы часть территории Украины. Там сидит Ангела Меркель, на чьей территории, канцлер Германии, на чьей территории был убит Зелимхан Хангашвили и задержан подозреваемый, предполагаемый киллер. Владимир Путин также подозревается и обвиняется нашими властями в убийстве 42 тысяч детей в Чеченской Республике Ичкерия, около 300 тысяч граждан Ичкерии убиты за 2 русско-чеченские войны. Также Владимир Путин, как известно, хорошо известно, уже практически нету недостаточно доказательств, чтобы это дело уже можно было рассматривать в суде по так называемым рязанским учениям, где были задержаны 2 сотрудника ФСБ в 1999 году при попытке подрыва 5-го дома в Рязани. До этого было взорвано 4 дома в России в том же году, и что послужило поводом для поднятия рейтинга Путина и захвата им власти. В этих страшных взрывах погибло 307 россиян, большинство из которых женщины и дети. Также Владимир Путин обвиняется в убийстве 186 детей, сожженных в Беслане, в школе Беслана, города Беслана, где также погибло 334 человека, из которых 186 детей.
огромное количество взрывов, терактов, проводимых Федеральной службой безопасности, Главным разведывательным управлением России против своих же граждан в Москве, в других городах, взрывы метро, автобусов, троллейбусов, взрывы самолетов и так далее, большинство которые проводились непосредственно по приказу Федеральной службы безопасности, либо же как-то под их контролем и под их протекторатом. И этот человек смеет называть кого-то рядом с которыми сидят люди, против которых он ведет эту войну, нагло утверждать, что защитник своей страны, герой Зелимхан Хангашвили является кровавым преступником. Зелимхан Хангашвили не был никаким террористом, никакого отношения к террористическим актам, взрывам метро он не имеет. В первую очередь потому, что это подтверждается тем, что Россия никогда ранее не предъявляла Зелимхану Хангашвили взрывы метро. Хотя, конечно же, он подозревался в России, что там он принимал участие в тех операциях, военных операциях, в которых было убито 98 сотрудников российской полиции, и в которых не один Зелимхан принимал в этой операции, там несколько сот кавказских, ингушских, чеченских и других защитников Кавказа принимали в этом участие. Что я хотел бы сказать по этому поводу? С этим человеком все ясно. Это матерый убийца, преступник, запатентованный преступник. Что обидно, то что рядом с этим преступником, даже для такого важного дела, как решение конфликта на Донбассе, с этим человеком встречаются вот такие серьезные люди. И еще больше всего стыдно за Эммануэля Макрона, президента Франции, который смотрит на него как щенок на своего хозяина. Вот что хотелось бы ответить преступнику и террористу Владимиру Путину. Спасибо.